Владельцы аптек республики подписали этическую декларацию. Согласно этому документу, теперь без рецепта врача фармацевты не будут отпускать препараты, содержащие кодеин. Это вещество есть во многих ходовых лекарствах, но так называемые аптечные наркоманы используют их совсем в других целях. Действующая норма выдачи таких препаратов не более 2 упаковок, однако зачастую в аптеках можно приобрести и больше. Но количество закупки должно вызвать у продавца как минимум подозрение. Новое соглашение не является законом и не имеет юридической силы, а скорее призывает к гражданской сознательности. Все подробности у Хамзата Батукаева. Статистика наркополицейских четко показывает, как росло количество преступлений на почве употребления дезоморфина. Если в первый раз факт изготовления этого наркотика пришелся на конец 2006-го, то спустя всего 3 года было выявлено и закрыто уже 15 притонов. Самым тревожным в этом плане стал прошлый 2010 год. В 2000 году произошел 10-м всплеск этих преступлений. Было выявлено 213 преступлений, связанных с этим, из которых 145 преступлений уже по уголовным делам. И дезоморфина уже изъято было более килограмма. 300-400 рублей человеку надо, чтобы ввести дозу. Пошел в аптеку, выпарил и вколол. Впрочем, тянет наркоманов на дезоморфин не только его относительная дешевизна. Основные каналы наркотрафика в республике успешно ликвидированы, вот и ищут страждущие для себя альтернативные пути. В этом плане выпарить из кодеина содержащих препаратов сильнодействующий наркотик – один из оставшихся еще доступных способов уйти в непродолжительную нирвану. Действующее законодательство достаточно четко регулирует механизмы продажи препаратов, содержащих в своем составе наркотические вещества. Однако законы зачастую нарушаются, и купить вместо 2 упаковок, например, пенталгина, купить 5 или даже 10 упаковок на практике не составит особого труда. Не случайно подписанная декларация обозначена как этическая. На встрече представителей аптечных сетей звучала совершенно здравая мысль. Именно аптекарь, то есть человек, отпускающий лекарства, должен понимать, кому, для чего, самое главное, для каких целей пускает вот такие препараты. Любой фармацевт со стажем работы, он, естественно, даже визуально может определить, наркоман этот молодой человек или нет. Это визуально, это очень легко, это просто даже по речи, даже по разговору, даже по интонации, как он попросил лекарственную форму. Тем не менее, в аптеках в обход действующей нормы можно купить более 2 упаковок кодеиносодержащих препаратов. Это наглядно показали активисты клуба «Рамзан». Акции патриотов вновь привлекли внимание к проблеме контроля за продукцией такого рода. Ежедневно по 10-15 аптеков совершаем очень чего хочешь без телевизора, без ничего патриотов. А хотя патриот ездит и так. Уже результат находят. Последнее мероприятие ичи из 10 аптек с аптек бойца халер. Из-за простите уже хайса. Декларация, принятая представителями аптечных сетей республики, не является документом для обязательного исполнения. Тем не менее, подписались под ней все единодушно. Это было общее решение Министерства здравоохранения Чеченской Республики, Управления Росздравнадзора по Чеченской Республике, Комитета по наркоконтролю. Мы решили пригласить руководителей аптечных организаций всех форм собственности и предложили им подписать эту этическую декларацию, потому что очень многое, можно принимать разные нормативные документы, но очень многое зависит от гражданской позиции. Практически в любой аптеке сегодня можно с легкостью найти препараты, содержащие кодеин. Это обычные обезболивающие и даже сироп от кашля. Вот и получается, что первый, кто может встать на пути наркомана, это аптекарь. Хамзат Батукаев, Муса Харсиев, Жамиль Ахмадов. Новости.